Недавно, когда я был курьером в Грозном, я решил остановиться возле мечети удивительного стиля. Удивительно было то, в каком современном стиле она была построена. Ничего лишнего. Стиль, который отражал внешний и внутренний вид этого строения. Но я ошибся. Самое удивительное меня ждало дальше. Когда я захотел зайти внутрь мечети, дверь оказалась закрытой, но как только я подошел ко входу, ко мне подбежал ребенок на вид лет 5-6 и спросил: «Ты хочешь войти? У меня есть ключи». Алхамдулилlah. Куза Амир, ши. Арабский Амир, шуй. Лило, что гармеждик получается. Маша Аллах, ничего себе. Азан, да. Он азан, да. Ничего себе. А может что? Дальше он говорит, что умеет давать азан, и как бы подыгрывая маленькому брату, хвалю его и помогаю отрегулировать громкоговоритель под его маленький рост. Сейчас он поиграется с микрофоном и дальше пойдет играть с остальными детьми, подумал я. Но он с важным лицом встал, сказал, что пришло время молитвы, открыл окно и начал давать азан. Скажите «Машаллах», потому что никаких других слов и у меня на тот момент тоже не было. Чуть позже я выяснил, эту мечеть построили местные жители, а эти дети со двора учатся тут арабскому языку и Корану. А учитель дал каждому ребенку по ключу, написал список детей и создал правила. Тот, кто первым войдет в мечеть, дает азан. Сегодня это оказался мой маленький 7-летний спутник. После азана остальные дети сразу пришли на молитву. Это был тот самый момент, когда и строение, и посетители были прекрасны. Все дети совершили вместе намаз, и я ушел оттуда с чувством, что именно такое воспитание даст плоды в будущем для всей нашей уммы.